У нас уже вошло в традицию, значит, проводить выездные совещания. Я считаю, они дают неплохой результат, дисциплинируют, так сказать, позволяют организовать межведомственное взаимодействие, что очень полезно. И в целом это должно приводить, я уверен, что приведет к хорошему результату. Это не первое выездное заседание межведомственной рабочей группы под председательством первого вице-премьера Ингушетии. До этого такая встреча проводилась в Малгобеке, сейчас в Сунже. Олег Фурсов напомнил, что глава Ингушетии поставил задачу сократить количество объектов, которые не зарегистрированы. Домовладения, земельные участки, объекты, значит, коммерческого характера. Для нас это крайне важно, потому что это связано и с пополнением казны республиканской, и связано с защитой прав людей, которые, собственно говоря, не могут распоряжаться толком ни недвижимостью в отсутствии документов, не, значит, в полной мере владеть своими трудовыми правами. Поэтому задача стоит во главе политики Махмуда Мушарича Калиматова. И здесь мы должны с вами эту политику достаточно активно, оперативно и качественно реализовывать. Всего в Сунже выявлено 11 669 земельных участков. Из них 4 847 не зарегистрированы, рассказал исполняющий обязанности главы администрации Сунжи Муса Дзязиков. Он отметил, что в ходе работы комиссии удалось зарегистрировать 89 таких участков. В период с 1 октября 2021 года по настоящее время зарегистрировано 3 земельных участка. 9732 объекта капитального строительства, из них 7101 зарегистрировано, 2631 не зарегистрировано. Всего зарегистрировано в ходе работы комиссии 29 объектов капитального строительства. В период с 1 октября 2021 года по настоящее время зарегистрировано 3 объекта капитального строительства. С начала текущего года администрацией города Сунжа выдано 206 выписок из книг по хозяйственному учету. Правда, у контрольного управления администрации главы и правительства Ингушетии возникло много вопросов в городской администрации Сунжи. Работу муниципальной комиссии в этом направлении они признали слабой. Регистрации подлежат 2650 объектов недвижимого имущества. Из них в текущем году зарегистрировано лишь чуть более 1%. 4847 земельных участков также находятся не на учете. Из них в текущем году поставлен на учет лишь около 2%, 89 участков. Также 102 субъекта, осуществляющих коммерческую деятельность, подлежат регистрации, в том числе в текущем году зарегистрировано 43. Необходимо отметить, что поставлен на кадастровый учет за указанный период объекта зарегистрированы не по итогам работы муниципальной комиссии. Информация о количестве зарегистрированных объектов комиссии формируется на основании подсчета запросов Росреестра по Республике Ингушетия в муниципалитет о подтверждении представленных заявителем данных. То есть вышеуказанные цифры – это исключительно инициатива самих жителей. Также контрольным управлением осуществлен выезд в администрацию города Сунжи с целью анализа деятельности вышеуказанной комиссии, по результатам которого установлено, что фактически работа комиссии не проводится, заседание комиссии не проводится, отсутствует план работы комиссии, протоколы работы комиссии также не ведутся. Таким образом, тоже вышесказанно добавлю, что по факту комиссии работа по мотивации граждан по регистрации прав собственности объекта не проводится. В Сунже зарегистрировано 367 юрлиц и 290 физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей. За 9 месяцев этого года в бюджет города поступило более 60 миллионов рублей налога, что почти на 6 миллионов оказалось меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном причинами снижения налоговых поступлений связаны в основном с изменением с 1.01.2021 года в законодательстве позволяет налогоплательщику уменьшать сумму к уплате по патентной системе на сумму уплаченных страховых взносов. Изменение распределения отчислений в местный бюджет по НДФЛ. Неуплата земельного налога. Если по разрезе по налогам смотреть, НДФЛ 90 будут, и 8% только поступления составляет. Патент 43,9. Олег Фурсов отметил, что необходимо в кратчайшие сроки оптимизировать работу комиссии. В качестве примера другим привели Малгобек и Сунжинский район, где показатели оказались впечатляющими. Зелимхан Калоев, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.